То, о чем молчат вещи, за них расскажут ярлыки. Что ты, как ты, из чего ты и для чего ты. То, о чем молчат люди, за них расскажет их собственная бирка. Мини-книжка со всеми данными. То самое, читая его как открытую книгу, приобретает все более выпуклое значение. А вот то, о чем паспорт говорил, штамп всегда кричал. Теперь этого крика не будет, но появился другой – о помощи. Общественность взволнована. Мол, забраковали брак всякими реформами. И главное, зачем? Больше всего обеспокоилась женская часть населения. Без штампа все равно, что без мужа. Казалось бы, официальный документ в виде свидетельства о браке никуда не делся. Но что бумага, когда был могучий штамп? Почти что гарантия на 99 лет вперед. Я могу сказать еще от имени тех девушек, которые пришли в центр, Международный центр создания семьи. Для них очень важен этот штамп. Важен. Что он им дает? Как они это объясняют? Спокойствие. Спокойствие, что действительно она стала законной женой. Вот законной. Не просто сожительницей, не просто девушкой на время. Я просто опасаюсь, как женщина, как мама, опасаюсь того, что люди, уже зная, что никакого законодательного аспекта нет, люди перестанут приходить и в мечеть, и в церковь, чтобы на законных основаниях принять друг друга. То есть это даст какую-то свободу. Свободу, вот живите как хотите, да? Мы привыкли к ограничениям. Сама мысль, что можно скинуть оковы, кажется невыносимой. Но где эта грань между свободой и распущенностью? Откуда вообще взялось это постановление? Чья была инициатива и чем объяснялось? Эксперты поговаривают, ветер дует с запада Европы. Там давно не марают паспорт лишними отметками. И вообще, демократия, свободная мораль, свободная от стереотипов. А мы что, хуже? Пора уже двигаться к постчеловеку и не топтаться на месте. Но слишком сильна традиция в России, слишком звучно еще эхо советской эпохи. Такая советская традиция, что все-таки паспорт он должен обязательно содержать не только сведения о дате рождения, о месте жительства человека, но и его статус в семейно-брачной сфере тоже, каким образом он зарегистрирован или нет. То есть вот эта вот традиция, она у нас очень еще живая, очень сильно сохраняется. И для людей, для большинства людей это очень на самом деле важно, чтобы был вот этот штампик. Конечно, вот эта доля вот среди молодых людей, настроенных вот на такие какие-то новые вот формы семейно-брачных отношений, она будет расти, естественно. Вот я как социолог это прогнозирую. Куда деваться? Глобализация, западная культура, свободные отношения. Естественно, это все будет усиливаться. А вот современной молодежи за родину и не обидно вовсе. Нынешние девушки с феминистским настроем, а мужчины и рады. Это нужно было всегда нашему взрослому поколению. Они выросли так, что без бумажки ты никто. А сейчас, я думаю, что молодежь уже к этому относится более спокойно. У меня очень много знакомых девочек выходили замуж со словами «Ну, если не понравится, я же могу развестись». Вот еще одни представители молодого поколения, молодожены. И снова как заведенные. Да не нужно нас клеймить, что со штампом, что без него. Нам все едино. Однако чуть позже выясняется, отметку все-таки поставили. Так спокойнее. Мне кажется, это психологическое больше как-то, что мы есть друг у друга. Ну да, еще раз лишнее напоминание о том, да, то, что вы уже семья. Пресловутый переход на удаленку и цифровизацию. Отсюда и нет нужды в множестве штампов, по которым можно составить полный портрет человека. А зачем он нужен, если можно просто спросить у Гугла «Кто моя любимая?» И тот выдаст кучу информации по любому человеку. А если учесть возможности поиска по картинкам, то возможности вывести на чистую воду ухажера, скрывшего жену и 5 детей, не меньше, а больше. И слава богу. Ах, это моя невеста. Мамуля, у которой мальчик и 3 девочки. Еще лучше. Ни за что. Ах, так. Я согласен. Согласен. Уговорили. Он согласен. Отпустите молодого. Итак, у нас теперь нет возможности узнавать информацию из паспорта, но осталась одна другая, единственная возможность определить на глаз. Глядитесь в эту толпу. Сможете ли вы навскидку определить, кто из них в официальном браке, кто холост, а кто разведен?
коллективу по работе разговаривает. Рабочий, занятой человек, 100% женат, обеспечивает семью. Женат вообще? Нет, не женат. Женаты? Не угадала. Вы сами вообще женаты? Венчанный. Ну вот скажите, то есть неофициально, да? Официально не зарегистрирован, да? А почему? Как-то штампа боитесь? У меня паспорта нету. И сразу сбежал. Мне 18. Замуж? Да. Официально? Конечно, официально. Штамп в паспорте, что он есть, что его нет, для меня это... У вас он есть? Есть, да. Это решение каждого. В принципе, не обязательно, чтобы любить человека, нужно ставить штамп в паспорте. Понимаете, о чем я? Мне сколько лет? 25. Ты вот не женат, да? Да. Покажи паспорт. Я даже не знаю, где... Говори-ка, не обманул. Я Действительно, а дети есть? Нет. Внебрачные. Ну, смотрите, какой жених пропадает, а? Это я такой вот. Ну, мы еще недавно вместе. Предложение сделано, вот выбираем дату. Я считаю, что все же таки важно. Какая-то уверенность. А для тебя? У женщины должна быть в чем-то уверенность. Так что, думаю, нужно оставить. Как видите, искать в толпе все равно, что пальцем в небо. Сомнительная история. Но волнует другое. Риэлторы, нотариальные конторы, продавцы и покупатели машин и недвижимости. Они же ведь не благородные девицы, а просто усталые граждане, у которых глаз замылился. Они искать по ночам фотографии в интернете точно не будут. Могут и пропустить сомнительную сделку и имущество, находившееся в режиме совместной собственности. Существенных изменений в сложившейся системе оно не произойдет. Лишь только, может быть, породит выдачу дополнительных документов при сделках с недвижимостью. Потому что это является наиболее проблемным моментом, когда необходимо четко знать, состоит ли человек в браке или не состоит. Или, например, количество детей у человека, то есть был ему выписан материнский капитал или использовал ли его. Но это в любом случае сейчас заказываются справки из пенсионного фонда. Если мы так возьмем вообще ситуацию, что такое штамп в паспорте? Это не правоустанавливающий какой-то документ, то есть как свидетельство о рождении. Например, то, что в паспорт вписан ребенок, это никак не узаконивает существование этого ребенка и не является его документом установления личности. Но для уполномоченных органов это может играть определенную информационную составляющую. А вот если вас остановили на улице с собственным ребенком, и вы не можете это доказать, тут уж ничего не поделаешь, придется бежать за свидетельством о рождении. Но такие случаи единичные. В основном печать остается лишь психологической меткой, которой мы помечаем любимого человека, чтобы ощутить его окончательно своим. Правда, есть загвоздка, что если штамп – магический оберег от измен, равнодушия и безответственности, то лучше его и не ставить, потому что все равно не сработает. Диляра Юсупова, Андрей Мохов, Роман Безменов, Андрей Ключников. 7 дней.